Во Владивостоке стартовал 6-й Восточный экономический форум. Одно из важнейших мероприятий не только для Дальнего Востока, но и для всей России. Якутия с 2015 года принимает участие в форуме, в рамках которого заключаются важнейшие для развития региона соглашения по ключевым проектам. Расскажем подробнее о том, чего удалось достичь за 6 лет. С 2015 года на полях ВЭФ подписано 4 соглашения с Русгидро совместно с японскими компаниями по созданию ветродизельного комплекса в поселке Тикси. Первые установки мощностью в 900 киловатт ввели в эксплуатацию уже в 2018 году. В том же 2015 во Владивостоке презентовали проект IT-парка, который ввели в эксплуатацию уже через 3 года. Сегодня в нем создано 294 рабочих места, а выручка резидентов в минувшем году составила 400 миллионов рублей. Напомним, что IT-сектор экономики Якутии обеспечивает 85% экспорта цифровых продуктов всего Дальнего Востока. В 2016 году на полях ВЭФ заключили соглашение об освоении Верхнемунского рудного поля 16 миллиардами рублей на этапе подготовки к началу добычи. Запасы месторождения составляют 38,3 миллиона карат алмазов. Сегодня там трудится 290 человек. В этом же году подписали соглашение о создании круглогодичного тепличного комплекса «Саюри», который в скором времени стал резидентом ТОР Якутия. С 2016 года теплица произвела свыше 1500 овощей на общую сумму в 297 миллионов рублей. В 2017 году Якутия презентовала проект Джатайской судоверфи с проектной мощностью до 10 судов в год. Планируемый срок ввода в эксплуатацию 2023 год. В этом же году подписали соглашение о финансировании строительства учебного корпуса Малой академии наук. Сегодня Роснефть профинансировала почти 1 миллиард рублей на строительство уникального высокотехнологического и оснащенного научно-образовательного центра. Его планируют ввести в эксплуатацию до конца 2021 года. В 2018 году прошла первая в истории ВЭФ региональная сессия в рамках основной программы форума, которая была посвящена развитию ГЧП в Якутии. На сегодня по соглашениям о государственно-частном партнерстве ввели 26 объектов, создали 3081 место в детских садах и 1620 мест в школах. Сразу после ВЭФ 2018 года в республике заработал Центр поддержки экспорта. При содействии центра оказана поддержка 245 компаниям. 32 субъекта МСП заключили 45 экспортных контрактов на 4,7 миллионов долларов США. В этом же году группа ВИЗ представила соглашение о сотрудничестве по изучению возможностей строительства Ленского моста. В 2020 году подписали концессионное соглашение по его строительству. В 2019 году Якутия показала колоссальный рост в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России, поднявшись с 52 на 22 место. В рамках ВЭФ того года впервые презентовали инвестпроект детского лагеря «Полярная звезда». Помимо этого, на полях ВЭФ 2019 года подписали соглашение ГЧП о создании арктического центра эпоса и искусств. Проект включает в себя создание культурного комплекса международного уровня. Ввод в эксплуатацию его ожидается в 2024 году. Соглашение в сфере цифрового развития в Арктике также подписали в рамках ВЭФ 2019 между Якутией и компанией Ростелеком. В его рамках проложено 432 километра волоконно-оптических линий до Оленёкского района нашей республики. ВОЛС в Оленьке открылась 20 декабря 2020 года. Напомним, из-за пандемии COVID-19 в 2020 году Восточный экономический форум не состоялся. В рамках ВЭФ этого года Якутия также представит проекты и инвестиционный потенциал нашей республики. По словам главы региона Айсена Николаева, который возглавляет рабочую группу, в этом году планируется подписать свыше 40 соглашений. С начала работы форума уже успели подписать соглашение о сотрудничестве с японскими компаниями и с «Газпромом».